Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского сахарно-информационного агентства. Мы находимся в столичном управлении госавтоинспекции, где проходит инструктаж. Инспекторы дорожного движения работают в наших экстремальных условиях в круглосуточном режиме. Проводят профилактические и рейдовые мероприятия. Например, в вчерашнем рейде было выявлено 130 административных правонарушений. В основном это мелкие нарушения вроде непристегнутого ремня безопасности, однако бывают и более тяжелые, например, вождение в состоянии алкогольного опьянения. А это, естественно, опасность для как жителей, так и для самого водителя. Сегодня вечером поедем с нашими инспекторами, узнаем, как работает ДПС в наших экстремальных условиях. Из особенностей, это, конечно, в зимнее время у нас уже понятно то, что дорога становится более скользкая, да, и водители уже становятся более внимательными. Ну и, соответственно, из-за этого они устают и, конечно, теряют свою бдительность. Опять же, не соблюдают безопасную дистанцию и, соответственно, совершают столкновение с переедущими транспортными средствами, да, будь это в городе. Основные у нас дорожно-транспортные происшествия уже с тяжкими последствиями происходят уже на федеральных дорогах и региональных, да, между городами. Ну, получается, что если летом, да, происходят ДТП разные, то они менее травмоопасны, чем в зимний период. Если брать федеральные трассы. Ну, если брать, да, федеральные трассы, то последствия более тяжелые, чем по сравнению с летом. Так как летом, в принципе, водитель, даже если соблюдает безопасную скорость, ну и дорожно-транспортное происшествие, он успеет хоть как-то, каким-то образом остановить свое транспортное средство, да, более или менее, да. Ну, и то есть сцепление с дорогой, да, более надежное. С дорогой уже более надежное, ну и у водителя есть возможность маневрировать, можно сказать, уже. Да. А в снег, если ты вот заскочишь, там... В зимний период у нас, опять же, водители в снег заскакивают из-за того, что, опять же, не соблюдают скорость и во время крутого поворота, да, не обеспечивают безопасную скорость и, соответственно, они уже не могут управлять транспортным средством и вылетают с проезжей части, да. Ну, то есть, ну, снег-то мягче, наверное, Ну, чем? снег все равно мягче, конечно, но от этого водитель, ну и пассажиры, которые сидят в транспортном средстве, так сказать, травма от этого все равно они меньше не становится в любом случае. Мы находимся на улице Кирова, где автопатруль задержал мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Оказывается, у ребят есть система, называется автоураган. В ходе движения она автоматически определяет автомобили, водители которых лишены прав. Ребята подъехали, остановили автомобиль, а мужчина подавал признаки алкогольного опьянения, и у него шел запах. Норма 0,16 промилле, а у него оказалось 0,70. Еще один момент, если без прав мужчина находится и повторно попался в состоянии алкогольного опьянения, то ему уже грозит уголовная ответственность. Поступил вызов. Владимир, расскажи, пожалуйста, что там происходит. На окружной дороге горит магазин. Для оказания помощи нашим коллегам с МЧС, да, будем перекрывать дорогу по возможности. Наши водители любят заезжать, пытаться заехать, по крайней мере. В принципе, ну, по мере возможности стараемся помогать. Ну и опять же, отрабатывать слаженно, чтобы водители не мешали своими транспортными средствами. Так как тут пожарные транспортные средства, сами знаете, они как минимум большегрузные, да? Поэтому чтобы у них проезд был свободный, чтобы у них спокойно могли заехать и, опять же, свою работу выполнить, так сказать.
работаем с другими участниками дорожного движения, проводим профилактические беседы, чтобы фары включали в темное время суток, сегодня туман, зима, чтобы ремнями безопасности, пьяными не ездили, и вот так работаем. Смотри, ну довольно-таки холодно. Как это удается? Да, нормально. Нормально. Если тепло одеться, то нормально. Ну вот, вас остановили инспекторы ДПС. Как вы относитесь к их работе? Конечно, положительно. Проверка документов. Вдруг там пьяных выявляют, там еще что-нибудь. Конечно, надо. Самый лучший. Все проверили, все хорошо. Спасибо. На остановке, говорю, остановишься. Зачем мне здесь на дороге с тобой стоять-то? Вот ехали мы, остановили парня. Что у него было не так? Да нет, машина просто без номера, и он как-то сам непонятно ехал же. Неуверенно. Неуверенно как-то. Потом я останавливался тоже неуверенно. Посередине дороги. Да, посередине дороги почти чуть не устал сразу же. Красавский. Бегает. Право принимаем, останавливаемся. Принимаю вправо уже. Honda, Honda. Здесь не пролезем, что ли? А? Давай. Ездим в районе Гресса. Сегодня мы посмотрели такую мини-погоню с так называемыми компенсаторщиками. Это молодые парни, в принципе, ну как нам говорят инспекторы, они трезвые водители, однако нарушают разные правила. Молодые, да, нету документов, все такое. Любят они заезжать под компенсаторы, и где полицейские машины из-за мигалок не могут проехать. Вот. И тут такая перманентная борьба идет инспекторов и этих парней. Но они, я так понимаю, все известны им, и поэтому все равно попадаются рано или поздно. Это звезда. Звезда. Когда? Как что произошло? Мы вас остановили из-за того, что у вас имеется тонировка. А с тонировкой нельзя теперь ездить, да? Нельзя, конечно. А что грозит? 500 рублей требования. Снятие. Или будет устранить на месте тонировку. Присаживайтесь, не замерзайте. И снимайте на тонировку пока. Так, ну все, водитель устранил на месте. Да? Тонировочная пленка. Сейчас будем дальше устранять лобовое стекло. А ты знал, что нельзя ездить с тонировкой? Нет, Вот мы находимся на Намском тракте у кругового движения. Водитель не справился с управлением из-за тумана. Снес одно ограждение и выехал в кювет. Слава богу, ни одного пострадавшего нету. В принципе, немножко испугались, конечно, ребята. Они проводили концерт, пассажиры все в норме. Водитель ждет эвакуатор. Это еще раз говорит о наших экстремальных условиях и о том, что нужно соблюдать все меры безопасности. Берегите себя. В данный момент республиканская ГАИ переведен на утильный вариант несения службы в связи с погодными условиями.
так как на улице аномальные морозы стоят, также плохая видимость, видимость буквально нулевая, можно сказать. В связи с этим происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий, как несоблюдение дистанции, а также съезд с проезжей части в связи с погодными условиями. Водители теряются, буквально теряется ориентация их на проезжей части, а также создаются условия для людей, которые приехали с районов в столицу, допустим, и отвыкли от такого плотности транспортного потока. В связи с этим ГАИ продолжает усиление, просит всех водителей соблюдать скоростной режим, также соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными, воздержаться от дальних поездок, запастись необходимым количеством топлива, если все-таки поездка такая есть, теплыми вещами, проверить исправность транспортного средства. То есть офицеры места несения службы МАЗ. Но также отдельная категория участников дорожного движения – это пешеходы. Пешеходам тоже нужно быть предельно внимательными, так как в таких погодных условиях их практически не видно. Поэтому им нужно убедиться, что транспортное средство остановилось, их пропуская только после этого переходить проезжую часть. По возможности использовать светоотражающие элементы на одежде. Очередной вопрос, который интересует, да, вот, ну, лично меня, может, некоторых зрителей, читателей. Сейчас у нас очень много возгораний автомобилей. В принципе, Якутское Саха-информационное агентство объяснило причины возгорания, да, это использование НАТАШ, одна из причин, да, потому что там вся электроника там, ну, подвергается некоторым воздействиям. И это касается, вот, например, машина стоит, загорелась, это вас вызывать или кого вообще, что там? Если машина загорелась и стоит, соответственно, это нужно, опять же, в первую очередь вызывать сотрудников МЧС, да, пожарную часть, да. А вот если уже машина после дорожно-транспортного происшествия загорелась, это уже, ну, в принципе, это уже дорожно-транспортное происшествие произошло, после этого только машина загорелась. Это уже, в принципе, можно сказать, дорожно-транспортным происшествием, да. А если машина горит и едет? Последствия дорожно-транспортных происшествий, да. А если машина горит и едет, это, опять же, вопрос совсем другой. Каким это образом он едет, горит.